Айше Хафса Султан была любимой дочерью крымского хана, верной женой и мудрой матерью султанов Османской империи. Смотрите в этом выпуске видеоблога «Тугра». У крымского хана Менглигерая было 5 дочерей. Все они были выданы замуж за представителей наиболее влиятельных родов ханства. 2 из них вступили в брак с представителями из рода Ширин, 3 вошла в дом к роду Мангыт, 4 стала женой главы рода Седжиут, а вот 5-я и любимая дочь хана Айше Хафса Султан пленила своей красотой принца Османской империи Селима. Айше Хафса Султан родилась зимой 1479 года во дворце Девлет-Сарай. Ее матерью была одна из ханских жен Махдум Султан из знатного черкесского рода Беслиней. Судьба юной принцессы изменилась с приездом в Кыркьер, шейхзаде Селима. Последний был пленен красотой Айше. Он просит ее руки. Конечно же, такой брак отвечал интересам Менглигерая. Он дал согласие. К тому же крымский хан уже давно сделал ставку на Селима, как на будущего султана Османской империи. А династический брак только укрепил бы родственными узами 2 правящих дома. Вместе со своим мужем и внушительной свитой юная Айше Хафса, а ей тогда было 14 лет, отправляется в Османскую империю. В 1494 году в Трабзане у них родился сын Сулейман. По одной из версий, Айше Хафса Султан была матерью султана Османской империи Сулеймана Кануни и 5 его сестер. Селим нуждался в поддержке своего свекра и отчасти благодаря Айше Хафсы Султан и ее родственникам из Крыма в 1512 году становится султаном Османской империи, а дочь Менглигерая становится Валиде Султан и приобретает не только власть, но и уважение в империи. Большую часть времени Айше Хафса проводила в Манисе рядом со своим сыном. Именно в этом городе она пользовалась особым почтением. На ее средства в Манисе построили величественные мечети, школы и больницы. До наших дней сохранилось здание благотворительного центра для помощи душевнобольным. Эта женщина нередко вмешивалась в государственные дела своей страны. Ей это было позволительно, ведь она была дочерью и сестрой правителей соседней страны. Неудивительно, что она лоббировала интересы Крымского ханства, как в правлении своего супруга Селима Явуза, так и в правлении своего сына Сулеймана Кануни. Айше Хафса Султан умерла в марте 1534 года и была погребена рядом со своим мужем в мавзолее Селима Явуза в Стамбуле. Примечательно, что до сих пор в Турции день смерти Айше Хафсы Султан поминается как день одной из самых уважаемых народом женщин.